Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел традиционную итоговую пресс-конференцию. В трехчасовой беседе с журналистами глава государства рассказал об основных своих задачах и результатах работы, проделанных за уходящий год. Вопросы в адрес президента звучали разные. О борьбе с коррупцией, нашумевшая история о семье экс-замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова, смоге в столице, развитии экономики, феминале, сотрудничестве с другими странами и не только. Прямая трансляция велась на телеканале ОТРК и Алато-24. Также транслировалась на YouTube и Facebook страницах этих каналов. Были аккредитованы 188 журналистов, из них 160 журналистов из 77 республиканских СМИ и 28 журналистов из 15 иностранных средств массовой информации. Сооронбай Жээнбеков ответил на интересующие журналистов вопросы. Он отметил, что СМИ оказывают большую поддержку, информируя общественность об усилиях главы государства, направленных на улучшение жизни народа. В целом на пресс-конференции был обсужден широкий спектр вопросов. Я бы хотел от имени посольства Российской Федерации, от имени Российского центра науки и культуры в Киргизской Республике поздравить всех жителей Киргизии с наступающим Новым годом, пожелать успехов, процветания. Мы видим, что с каждым годом Киргизия все больше и больше развивается, тем более, когда Киргизия нашла свое достойное место в Евразийском экономическом союзе. Россия очень ценит и очень уважает отношение властей Киргизии и к русскому языку, и к патриотическому воспитанию в канун года 20-го, который будет в первую очередь, конечно, это год 75-летия Победы, мы очень ценим в Российской Федерации и очень запомнили, что получилось таким образом, что в России и в Киргизии два действующих президента возглавили шествие бессмертных полков. Это в России оценили очень высоко. Не могу не сказать, что предстоящий 20-й год у нас будет являться перекрестным годом России в Киргизии и Киргизии в России. Намечены очень много мероприятий, и, конечно, они пройдут и на территории России, и на территории Киргизии, и я абсолютно уверен, что это послужит миру, добрососедству, взаимопониманию между нашими двумя странами. В добрый путь Киргизия, в добрый путь Россия, в добрый путь всем нам. Дорогие друзья, мы с вами встретились в канун 2020 года. Время настолько быстротечно. Вчера только был 19 век, потом 20, а уже на пороге 21 век. И слава Богу, что мы с вами пережили многие проблемы. И сегодня, хотя есть текущие проблемы, но мы живем вместе, трудимся вместе. Единственное, хотел бы воспользоваться экраном и сказать, давайте ценить все духовное, разумное. У нас нету дефицита, слава Богу, ни в чем сейчас. Да, есть трудности, есть проблемы, но нету катастрофического положения. Катастрофа идет с запада. Наступление, безнравственность, не ценим мы духовные вещи. А человек без духовности – это кости и мясо. Простите, что я в такое предпраздничное время так говорю, но это преимущественно обращаясь к молодежи. Надо ценить все то, что возвышает человека. Это благородство, трудолюбие, порядочность, одухотворенность по отношению к слабым, снисходительность, внимание, чуткость. Собственно, ради этого мы живем. Хорошего здоровья. Дай Бог, чтобы нам всегда друг друга чуть-чуть не хватало.
Когда мы вместе, Новый год всегда особенный. В нашем 6-миллионном Кыргызстане дружно проживают представители более 80 этносов. Один из наиболее активных и влиятельных их представителей – Ассоциация казахов Кыргызстана. В канун Нового года казахская диаспора подвела итоги своей работы за 2019 год. Открылось мероприятие фотослайдами с информацией о проводимых мероприятиях. Затем с приветствием выступила председатель Ассоциации казахов Кыргызстана, депутат Джугурку Кинеша, заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызской республики Гульшат Асылбекова. Она поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав всем здоровья, счастья и успехов. С поздравительными словами выступили вице-спикер Джугурку Кинеша Кыргызской республики Аида Касымалиева и вице-премьер Алтынай Мурбекова. Төраганын атынан, Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атынан атман чын жүрөктөн куттуктайм. Добрый день, уважаемые друзья, участники мероприятия, уважаемая Гульшат Кадыровна. Я тоже всех вас поздравляю от имени правительства Кыргызской республики с наступающим 2020 годом. Уходящий год 2019 тоже был очень интересный, богатый на различные события и очень много значимых мероприятий и международного масштаба прошли в нашей стране. И хотелось бы отметить, что одним из ярких, наверное, событий было 25-летие Ассамблеи народов Кыргызстана.
Был неочередной Курултай, где были приняты важные документы. И вот на мероприятии торжественно посвященному этому событию наш президент Сооронбай Жээнбеков тоже отметил огромный вклад ассамблеи, которую она проводила на протяжении всех последних этих лет, что каждый день члены ассамблеи. К поздравлениям присоединились председатель межпарламентской комиссии дружбы Казахстан-Кыргызстан Алма и представители посольства Казахстана в Кыргызстане. Выступившие отметили общность культуры, языка, традиций, духовных ценностей и родственные связи кыргызов и казахов, которые имеют многовековую историю, и заявили о нерушимости братских и дружеских уз между двумя странами. Мы вас поздравляем с наступающим праздником. Вы действительно сегодня делали огромные мероприятия, и основной массу дружбы создавали. Спасибо большое за эту возможность поздравить всех. Я пользуюсь случаем, поздравляю весь народ Кыргызстана с Новым годом. Желаю успехов, победы, мира, процветания, мира в каждом доме, мира в каждом сердце. Я просто хочу искренне просто пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы действительно наш народ никогда не делился, ни на каких-то там другие национальности, потому что для нас Кыргызстан – это общий дом. Мы здесь все киргизы, казахи, уйгуры, узбеки, дунгане. Мы все одна большая семья. И сегодняшний праздник – это еще раз подтверждение тому, что здесь собрались все, кто действительно радуется вот этому Новому году, кто возлагает надежды на Новый год. Еще раз мира и процветания всем. На свои выступления вице-спикер Айда Айым и Алтынай Ханым, вице-премьер, они сказали, действительно играет большую роль мостом дружбы Ассоциация казахов в Кыргызстане. Это тоже правда, потому что мы как ассоциация кыргызов, я хотела сказать, что у нас есть ассоциация кыргызов в Казахстане и ассоциация казахов в Кыргызстане. И мы действительно дружим, у нас взаимная помощь. Где-то, если какие-то вопросы, мы действительно друг другу помогаем. И ассоциация кыргызов Казахстана и ассоциация казахов Кыргызстана действительно имеет долголетнюю дружбу. Хотела поблагодарить посольство Казахстана за то, что оказывает поддержку в вопросах там миграции или еще каких-то бывает, всяких ситуаций жизненных. Наше посольство точно так же в Казахстане помогает нашим кыргызам там. И вот это действительно взаимная дружба. Я думаю, она еще больше будет укрепляться, если мы будем прикладывать и усилия, и просто свое сердце к этому вопросу. Спасибо большое. Еще раз мы тоже поздравляем вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые друзья, поздравляю вас с наступающим с Новым годом. Чтобы Новый год принес нам каждой семье, каждому гражданину счастье, благополучие, достатка и здоровье, чтобы наше государство процветало и в каждой доме, каждой семье был праздник. И с наступившим вас с Новым годом. Ассоциация казахов Кыргызстана играет большую роль в дружбе нашими народами Кыргызстана и Казахстана. Они активно участвуют в Ассоциации народов в Кыргызстане. Очень многие дела делают. И особенно хочу отметить председателя Ассоциации казахов Гульшат Кадыровну и сказать огромное вам спасибо за эту работу. Да, уважаемые телезрители, казахи в Кыргызстане ведут активную жизнь, делают свой значительный вклад в экономику и развитие общества. Вместе со всем народом страны переживают и радости, и горести. Они давно вросли в эту землю, ценят общую отчизну. Знают, что здесь, в Кыргызстане, казахи свои среди своих. Мероприятие завершилось новогодним концертом.
Состоялась ежегодная предновогодняя встреча ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына с местными и зарубежными партнерами по поводу подведения итогов годового сотрудничества. Организатором стал Департамент международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие ректорат, деканы факультетов и студенты КНУ. После приветственной речи начальника департамента Бакыта Кельдибекова было показано слайд-шоу из фотографий с зарубежными партнерами КНУ. Поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом проректор Бекджан Тимиров. Состоялась также и церемония вручения почетных грамот, благодарственных писем зарубежным партнерам и волонтерам, преподавателям КНУ. Пользуясь случаем, Департамент международного сотрудничества в лице начальника Бактыбека Кельдибекова поздравил администрацию, профессорско-преподавательский состав и студенчество Кыргызского национального университета с наступающим 2020 годом. Курстардан тышкары чет тилдер факультетинин жана кыргыз филологиялык факультетинин түрк филология бөлүмүндө түрк тилин практикалык курсунда колдоо көрсөтүлөбүз. Үстүбүздөгү окуу жылдан баштап Улуттук университетиндеги түрк тилин үйрөтүү борборунун 6 курсунда 92 студент, түрк тили практикалык курсунда болсо 42 студент тил үйрөнүүдө.
Бордош Кыргызстандын Улуттук университетинин окуучуларынан тыгыз байланышта болуп, маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Заманбап билим берүү үчүн окуу жайдын модернизацияланышына окуу материалдары жана керектүү каражаттар менен колдоо көрсөтүп жатат. Мындан кийин да болсо керек колдоо көрсөтөбүз. Университеттин урматтуу ректору Садыдов Канат Жалилович, ошол эле эл аралык кызматташтык департаментинин башчысы Келдибеков Бакыт Төрөбековичке кызматташуубузга өзгөчө көңүл бурганыңыздар үчүн жана колдооңуздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. 2020-жылы Кыргызстанга жана кыргыз элине ден соолук, бакыттабай жана ийгиликтерди алып келишин каалоо менен жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Миргуль и Гульнара – соседки. Они обе отличные домохозяйки и всегда заботятся о благополучии дома. Они обе экономят семейный бюджет, но по-разному. Да, я экономлю и выбираю недорогой чай. Я тоже знаю, как экономить, поэтому выбираю правильный чай. У каждой из них сегодня вечером будут гости. Но вернувшись, Миргуль обнаружила в своей пачке чая приличный недовес. А Гульнара уже уверенно ставит чайник. Миргуль бежит к своей соседке Гульнаре за чаем. И Гульнара с удовольствием делится чемпион Кения Сансет. Видишь, пачки почти одинаковые, а у тебя чая не хватает. Всегда выбирай точный чай. Ведь чай чемпион Кения Сансет – это не просто хороший чай, а всегда правильный и точный вес в каждой пачке. Отличный вкус и превосходный аромат. Чемпион Кения Сансет всегда точный чай. В Бишкеке прошли торжества по случаю древнего персидского праздника Шабе-Ялда. На праздничном мероприятии, которое прошло в Национальной библиотеке имени Алыкула Усмонова, выступил чрезвычайный уполномоченный посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбихани. В начале праздничного мероприятия прозвучал гимн Исламской Республики Иран. Гости с интересом посмотрели кинозарисовку о традициях и обычаях древнего иранского праздника. Присутствующих порадовал и известный кыргызский оперный певец Алмаз Истамбаев, который исполнил несколько известных композиций, одну из которых он посвятил всем женщинам-мамам. Ученики иранской школы имени Хаминеи спели песню о древнем персидском празднике. Посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбихани рассказал о важности данного мероприятия для иранцев. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство всегда помогало и будет помогать иранским гражданам в решении всех их вопросов и поздравил всех гостей с Шабе-Ялда. Этот иранский праздник имеет древние корни в иранской культуре. Реалии жизни многих поколений персидских земледельцев и скотоводов запечатлели в народной памяти такой стереотип. Следующий урожай будет не скоро. Стало быть, надо разумно расходовать собранные за лето припасы и обязательно делиться ими с нуждающимися, чтобы по причине своей скупости не оказаться виновными перед Создателем в страданиях ближнего от недоедания. В такой период особенно важны сплоченность, взаимная поддержка членов каждой семьи, представителей всего народа. Согласно древнему обычаю, в самую длинную ночь в году иранцы обычно собираются у своих домашних очагов, в кругу близких людей и домочадцев. Представители старших поколений начинают рассказывать младшим старинные народные предания, сказки, читают суры из священного Корана и хадисы пророка. Это благодатное время, когда укрепляется связь поколений страны, ее национальные, семейные, культурные и духовные традиции.
Кыргызстанда алгачкы ретиналдык көз клиникасы ачылды. Клиникабыз көз ооруларынын диагнозу жана дарылануусу үчүн эң мыкты заманбап аппараттар менен жабдылган. Клиникабызда витреоретиналдык хирургия багыты боюнча Туркиянын эң мыкты врачтары эмгектенишет. Кудрет көз Бишкек клиникасы сиздерди Бишкек шаарынын Борбордук көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектисинен күтөт. Азия Мол соода борборунан 200 метр жогоруда. Жеткиликтүү баада дарылануу үчүн 0312 88 00 88 номерине чалыңыздар. После летнего сезона стоит особое внимание уделить питанию и увлажнению кожи, чтобы восстановить ее и вернуть сияние и свежий внешний вид. Для этого нужно не только регулярно ходить к косметологу, но и ухаживать за кожей лица в домашних условиях. Я помогу подобрать подходящую линейку домашнего ухода с учетом индивидуальных особенностей и нужд. Приходите обязательно, давайте бережно относиться к лицу и любить себя. Ваш косметолог Татьяна Альбицкая.
Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимают вас приветы и поздравления. Мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.